оқуларында бүтін жерде де шул хәзерге вакытта бер проблема инде ул тел проблемасы. Безнең мәктәпләрдә Чиләбе өлкәсендә тел бер мәктәптә генә Чиләбе шәһәрендә тел татар теле укытыла. Башка мәктәпләрдә укытылмый. Мин үзем Мияс шәһәреннән, безнең шәһәрдә дә татар теле укытылмый. Татар телен укытыр өчен укытучы табып, аңа бит инде ничектер мотивация кирәк укытучыга. Шул тел проблемасын чишүдә ул шундай авырлыклар инде татар теле укытучысында табырга, аңа мотивация бирүдә шундай авырлыклар бар. Һәм шулай ук иң зур проблема дип белим, бүтән өлкәләрдә дә Чиләбе өлкәсендә генә түгел, Татарстанда андый проблема бик юктыр. Ул яшьләрнең милли үзаңнары, алар рус кешеләре арасында яшәп, үсеп, әйме Чиләбе өлкәсендә туып, анда бит татарлар шулай Татарстанда күп түгелләр, алар татарча аралашмыйлар. Шул милли үзаң проблемасы бездә зур. Әлбәттә, Татарстанда Татарстан булгач татар теле мәҗбүри укытылырга тиеш, чөнки biz Россияда яшибез, рус телен былай да укыйбыз бит инде. Татар телен ничек бетерергә буладыр, мин аны аңламыйм, чөнки бу Татарстан. Монда татар телен нинди генә халык яшәмәсен, алар барысы да укырга тиешләр дип уйлыйм. Ну, на мой взгляд, проблема только одна – это язык. Да, к сожалению, во многих семьях у нас население билингвальное. Мы и так говорим на русском, на узбекском, и в силу того, что еще и третий язык добавляется, достаточно сложно. И во многих семьях просто изначально с детства не говорили на татарском языке, вот, как в моем случае, допустим. Но мы пытаемся решить эту проблему усилиями совместными. Каким образом? Организовываем курсы. И вот я думаю, что на сегодняшний день вот наша главная задача сделать так, чтобы это было, ну, как-то, скажем так, досконально все-таки изучен язык, и мотивация у людей появилась, так, изучение родного языка. Ну, я сама как преподаватель всегда приветствую, когда ребенок или семья выбирает сама язык обучения. В Узбекистане, допустим, у нас тоже достаточно часто ситуации, когда дома говорят на узбекском языке, но ребенок при этом ходит в школу с русским языком обучения. И это абсолютно нормально. Вот, поэтому я думаю, что в Татарстане было бы замечательно тоже внедрить систему там, билингвального обучения, как это и сейчас, насколько я знаю, есть. Да? А так, в любом случае, каждая страна должна самостоятельно решать эти вопросы, потому что это выбор каждого государства. Первым шундай проблемалар бар. Татар мәхетен бик аз. Шуңа күрә татарлар урыслаша, урыслар белән Руслага киеврайшига әйләнә, әкренләп татарлар азая. Ой, знаете, это наболевшая тема, с которой я сюда приехал, чтобы здесь найти решение. Одной из таких проблем является развитие языка. К сожалению, для меня, к сожалению, для краснодарцев, к счастью, у нас регион русскоговорящий, и у нас нет ни одной мечети. Это для нас самая большая проблема. Поднималась тема, но местная администрация сглаживает этот вопрос, и нет. Я уже поднимал на разных форумах в Краснодаре эту тему, говорят да, и все равно никаких действий. Просто встает, говорят, то земли нет, то финансов, то еще какие причины придумывают. Вторая проблема – это, безусловно, язык. Если по всей России идет хотя бы какое-то развитие, у нас его просто нет. У нас есть различные организации, в одной из которых проводятся курсы по изучению татарского языка. Для нас, именно для Краснодара, это уже какой-то толчок. Это естественно, это государственный язык республики. Он официально, он должен также наравне с русским и преподаваться в таком же количестве, в таких же часах. И тем более это идет же сохранение. Ну, трудно говорить о развитии, но идет сохранение языка. А это, безусловно, важно для народа. Потому что есть язык, культура, традиции – это основа народа.